Первая квитанция за отопление как начало взрослой жизни. С этого момента каждый месяц в голове появляются одни и те же вопросы. Куда платить? Зачем отправлять показания счетчиков? А главное, откуда так много цифр в графе «Итого к оплате»? На эти вопросы жителям республики ответили в Государственной жилищной инспекции Чувашии. Вместе с экспертами они провели прямой эфир в социальных сетях. 3, 4, 5 тысяч. В последние месяцы за отопление приходится платить все больше и больше, жалуются чебоксарцы. Так, по итогам мониторинга января 2022 года в ряде районов и городов Чувашской республики выявлен рост платы граждан за отопление именно к уровню декабря 2021 года. Варьируется этот рост от 14,7% до 42%. Связано это в том числе и с тем, что во многих домах в декабре 2021-го расчетный период за отопление сделали на пару дней меньше, и управляющая компания смогла оформить всю документацию к концу года. Из-за этого расчетный период в январе 2022-го составил не 30 календарных дней, как обычно, а 33. Действительно имел место быть ряд клиентов, ряд управляющих компаний, дабы закрыть календарный год и своевременно получить платежные документы, немножко раньше предоставляли на день-два дня, раньше предоставляли показания приборов учета. Таким образом, они уменьшали продолжительность декабря и увеличивали продолжительность января. Жители республики жалуются и на повышение цен на несколько тысяч, но не обращают внимания на одну деталь. В одной квитанции указана сумма за отопление и за горячую воду. Цены на тепловую энергию у нас не менялись. Те же цены, что вы видели в своих расчетках по второму полугодию 2021 года, те же самые цены применяются и в первом полугодии 2022 года. В ходе проверок выяснилось, в домах по улицам Пролетарская 5, Гагарина 49, Пирогова 2, Эльгера 34 и проспекту 9-й Пятилетки 9 в Чебоксарах управляющая компания должным образом не проводила контроль за подачей тепла в квартиры. Из-за этого цена за отопление могла варьироваться. В нормах эксплуатации жилищного фонда сказано четко, что управляющая компания должна ежедневно осуществлять контроль за параметрами и вносить эти параметры в соответствующие журналы. Жители многоквартирных домов, где управляющая компания не выполняет свои обязанности, могут получить перерасчет в индивидуальном порядке. А всем остальным Госжилинспекция рекомендует внимательно изучать квитанции и отслеживать данные в системе ГИС ЖКХ. Екатерина Никитко, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика.